Если вы уже проснулись и бодро шагнули в пятницу, значит, нам по пути. Доброе утро! В эфире «Канарейки» и предлагаем провести последний рабочий день недели с нами. Пятница сама по себе повод для счастья. А если она накануне Международного дня художника, это веская причина собрать в нашей студии ярких представителей этого направления в искусстве. Вообще художник – понятие очень широкое. Сегодня художники орудуют далеко не всегда кистью. Одно из современных направлений, набирающих популярность, это графический дизайн. Специалисты в этой области сегодня очень востребованы. И, кстати, имеют возможность удаленно работать. Можете представить, это удобно. Лежишь, под пальмой и рисуешь что-нибудь для заказчика. Идеально? Идеально. А еще появилась новая профессия – 3D-моделеры. Это специалисты, которые создают объемные модели чего бы то ни было, персонажей, техники ландшафта, отдельных объектов и так далее. 3D-графика используется при создании компьютерных игр, в кино и для различных симуляторов. И все же в основе всех этих профессий лежит умение видеть и передавать красоту. Да, но для этого нужен талант и образование. И я знаю человека, у которого это все есть. Вчера отметил свой день рождения заслуженный художник России Юрий Абисалов. Человек, которого любят и знают не только в республике, но и далеко за пределами. И, между прочим, Юрий Абисалов сказал мне, что не стоит бояться рисовать. Если есть такое желание, бери в руку кисточку и рисуй. Именно поэтому я набралась храбрости и предложила тебе попробовать исполнить самим картину. Да, а вот как это было, давай посмотрим прямо сейчас. Ты когда в последний раз кисточку в руках держала? Кисточку в руках держала. Ты какую имеешь в виду? Подожди, художественную кисточку или для макияжа? Наверное, лет 7 назад. Да, если быть точнее, в школьном возрасте. Я молодая просто. Ну, давай попробуем еще разок. Давай. Ну, проходи. Вот и Sky Studio. Симпатично здесь очень. Да, и нам мастер-класс проведет художница Виктория Гагиева. Здравствуйте. Обещаете сделать из нас художников? Обещаю, проходите, научим. Спасибо. Напишем простой морской пейзаж, закат, душевный, теплый. Поностальгируем, да? Ну, Да. рисуем море. Да? Рисуем море. Море какое у нас? Синие. Синее. Смотрите, берете пока светлую красочку и линию горизонта намечаем, но ближе к горизонту и там свет. Давайте начнем с темных оттенков. И теперь минимум воды густыми мазками берете один вот так синий мазочек. Ну смотрите, вот ваш подмалевок должен чуть-чуть просвечивать. Да, это картина дышит. Уводите, да, чуть-чуть, вот, чтобы так вот где-то тоньше. Ну что, можно сказать, что мы завершили наши работы. Да, давай. Сделаем это вместе. Кто мог подумать, что получится? Слушай, а получилось совсем по-разному, ты замечаешь? Абсолютно. Вроде бы один педагог у нас был, одна техника производства, а картины разные. Абсолютно разные. И это, наверное, говорит о том, что на картинах отражается характер каждого из нас. И поэтому рисовать может и, наверное, способен абсолютно каждый человек, вне зависимости от его способностей и образа мышления. Проверено на нас 100 мы. Да. Рисовать может каждый.
Ну что, для первого раза, я считаю, неплохо. Да, Если мне будем тоже продолжать, то через год уже сможем претендовать на открытие персональной выставки. Ой, я на это надеюсь. А вот, кстати, наша следующая гостья, она не просто умеет рисовать, это настоящая волшебница, которая превращает актера в персонажа. Ты говоришь о гримере? Конечно. Ну, помимо умения рисовать и развитого вкуса, гримеру необходимо разбираться в особенностях киносъемки и театрального процесса, а также хорошо знать воссоздаваемую эпоху. О тонкостях профессии нам расскажет настоящий мастер своего дела, гример Лариса Чеджемова. Здравствуйте, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вы работаете и в театре, и в кино, правильно? В основном в кино, но в театре тоже помогаю прекрасному режиссеру Алине Кабисовой. В Нагире есть хороший театр. А скажите, какие самые яркие работы вы можете вспомнить сейчас из того, что вы делали в театре, в кино? Очень интересно работать, когда фильм про войну, потому что там в таких фильмах грим очень сложный. У нас бывают колотые раны, рубленые раны, над этим очень интересно работать. С мистикой тоже интересно, потому что образы, что придет режиссеру, неизвестно на ум, и надо это все воплотить. Он даже сам не знает, что он хочет, он там как-то объясняет, и надо просто угадать. Угадать, да? Да. То есть, получается, не всегда режиссер ставит перед вами четкую задачу, что он хочет видеть в результате. Не все режиссеры. Интересно работать, конечно, с нашими режиссерами местными. С Русланом Макеевым. В чем разница? Ну, когда ты работаешь с режиссерами из Москвы, из Питера, то у них четкое время, регламент, поставленные цели, там 5-2 секунды, каждая минута играет роль, потому что это большие деньги. А когда ты работаешь с нашими режиссерами, то время не ограничено, потому что денег практически не бывает на съемку фильма, поэтому мы снимаем столько, сколько нужно. Иногда, Сколько требует душа, да? иногда меня просто, конечно, удивляло. Вот маленький секундный эпизод, он снимался целый день, было 87 кадров. Дублей, то есть. Ну, конечно, это очень удивляло, но режиссер пока не добьется своего, он будет до конца. Этот режиссер Суслан Макеев. Очень мой любимый режиссер. Как рождаются образы? Вот вы получили задачу от режиссера, предположим, что-то мистическое. Насколько вы свободны в рамках данного сотрудничества предлагать свои варианты? Ну, смотря еще про что фильм. Если это фильм про, допустим, про Первую мировую войну, вот я работала с Алексеем Денисовым, мы снимали такой художественно-документальный фильм, то я просмотрела, какие были прически, какие были даже брови, баки, усики. То есть все играло роль. Какой макияж был, потому что девушки-то всегда красились. То есть вам нужна документальная достоверность, Конечно. да, в вашей работе важна? Вот когда я смотрю фильмы про войну современные и начинаю смотреть прически, у них абсолютно Несоответствие, да? Это, ну, я не могу так работать. Мои актеры ходят оболваненные, нравится им или не нравится. Они ходят с теми стрижками, прическами, с баками, усами, которые были в той эпохи, про которую мы снимаем. Хорошо, а вот возвращаясь к теме того, что вы не хотите повторяться, Да. но ведь существуют определенные каноны, правила, какая-то специальная техника, которая все равно возвращает в определенное русло работы разных гримеров. Правильно? И они, хотите вы того или не хотите, они бывают похожи. Не, ну похоже будет, если мне нужно будет сделать Гоголя, Пушкина, тех персонажей, которые знают все. Естественно, я не могу ничего изменить. А другие герои? Я училась у очень хорошего гримера, и когда я смотрела, я все ее работы смотрела во время учебы по ночам. То есть днем я учусь, ночью я смотрю то, что она делала. И меня удивил один фильм. Я говорю: Катя, это что? Фильм Светланы Бондарчук «Последняя дуэль Пушкина». У актрисы была очень интересная прическа у Натальи. Просто асимметрия. Здесь загогулинки, здесь волосы распущены. Я говорю: это что такое? Она говорит: не успевали. А
вот я вот так и вижу. Вот и все. То есть это была огромная скорость работы, съемочный день, гримеры не успевали. Ну, конечно. То есть недоделанная работа превратилась в Да. фишку, вот в такую Да. находку интересную. А скажите, вы можете с помощью своих материалов и техник полностью изменить лицо? Вы можете создать, ну, просто из Томы сделать, даже сейчас Олю. не знаю, Олю, да, например, и наоборот. Да. А вам приходилось когда-нибудь, или была ли такая возможность использовать свои навыки, может быть, в жизни? Конечно, Да? конечно. Да. У нас был еще случай, очень много было невест, я не знаю, что-то все решили выйти замуж, мы не успевали, работали, даже те, кто не работал визажистом, начали работать, потому что у невест же определенное количество времени, вот скоро Да, приедет да, жених, все. Боже мой, у одной из них началась истерика, она горько плакала, потому что ей не нравилась ее прическа. А меня просят: Лара, замаскируй и просто убери эти красные пятна, отпустим, пусть едет. Ну, в подарок ей. Я начала ее быстро гримировать, убираю эту вот красноту лица, но смотрю, у нее очень большой нос и искривленный. Я с помощью цветотени выпрямляю ей нос. Девочки, вы не представляете, какая она была счастливая. Она перестала плакать, она глазам не поверила, что нос может стать прямым. Конечно, интересно работать с красивыми, но намного интереснее работать с некрасивыми лицами, найти что-то, то, что даже она не видит. Ни мама, ни тетя, ни бабушка никогда в этой девушке не увидели ту красоту, которую случайно я увидела и вытащила. Лариса, спасибо вам большое за беседу. Всегда бывает интересно общаться с мастерами и профессионалами своего дела. Было очень интересно. Художественный вкус помогает не только найти образ, но и вдохнуть атмосферу с помощью декораций. А вот о том, как создается интерьер на сцене, смотрите наш сюжет. Сценография – так называется театрально-декорационное искусство. Актеры проживают свои роли в особой среде, которую визуализировал художник. Поэтому успех спектакля во многом зависит от декораций. А сейчас мы с вами увидим, как же они создаются. Прежде чем появиться на сцене, декорации оживают в эскизах художника-постановщика. Сергей Бричко занимается этим искусством почти 30 лет. Все идеи к предстоящим спектаклям первым долгом обсуждает с режиссером. Обычно как бывает? Эскиз одно, воплощение другое. Ну, всегда недовольный остаешься, в конце концов. До конца не получается сделать то, что задумано. Главное, чтобы зрителю было интересно смотреть. После эскизов начинается работа над макетом. Все детали создаются в миниатюре. Здесь, в мастерской художника, и происходит весь процесс. Подготовительный период может продлиться 2 месяца. Настоящее печенье на сцене так не смотрится, как бутафорское печенье. Вот если настоящее положить на сцену, оно пропадет. И его хотя бы так было удобнее. Но оно не смотрится. Даже печенье вот приходится делать бутафорское. Мастер признается, в этой комнате постоянный беспорядок, потому что работа не останавливается. Многие из этих предметов уже не декорации или реквизит, а часть ценной коллекции. В какой еще профессии можно идти на работу и думать, что избушка Бабы-Яги, чтобы и крутилась и бегала по сцене? Когда макет декораций готов, а эскизы утверждены, за дело принимается бригада монтировщиков. Над созданием спектакля трудятся десятки человек. Работа некоторых из них скрыта от глаз зрителей. Механизмы, которые перемещают декорации, находятся как за кулисами, так и под сценой. Кто из нас в детстве не восхищался стремительным переменам на театральной сцене? Все кнопки управления у ассистента режиссера. Когда приходит время, гаснет свет, и уже через минуту появляются новые декорации. Актер, конечно, может и без декорации работать, но с декорацией гораздо легче. И актеру как и костюм, так и декорации, они помогают работать. И потом она создает настроение, определенный настрой. Вот, например, в сказках бывают очень яркие, красочные декорации. Ты уже входишь в это, все, ты в сказке, все. Предлагаем обстоятельства, все, ты веришь в это. Стараюсь как могу, сено есть у нас в стогу. Вот, и уводишь ее, вот сюда.
Некоторые из декораций уже готовы к премьерному спектаклю. Это сказка «Конек-горбунок». Сейчас актеры привыкают к каркасам и формам на сцене. Совсем скоро декорации действительно оживут. И так же, как артисты, исполнят свои роли. Зарина Бабачева, Ибрагим Чочиев, Казбек Хубаев, телекомпания «Осетия». Ты знаешь, Оль, я думаю, что для того, чтобы заниматься любимым делом, вовсе не обязательно создавать особые условия. И если ты в душе художник, то можешь воплощать фантазии в реальность даже без холста. Да, и у нас в гостях девушка, которая может превратить в художественное полотно любую вещь. Мадина Шавлохова. Здравствуйте. Мадина, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, вы художник, который занимается письмом по одежде. Да. Как это все происходит? Какими красками вы пользуетесь? Вот расскажите нам поподробнее об этом. Ну, рисую я с самого детства. Наверное, с тех пор, как научилась держать карандаш в руках. Идея пришла внезапно. Мне захотелось перенести свой рисунок на одежду. Я попробовала, и у меня получилось. Дальше пошли заказы от подруг, друзей. Я начала выставлять это все в Инстаграме. И пошли уже заказы от людей. Но красками вы пользуетесь водостойкими, то есть Это специальные краски по ткани. Они не смываются, они не тускнеют. Изделия можно стирать. И рисунок сохраняет свою Сохраняется, яркость. да. Ой, как да. это здорово. Да. Специальные текстильные краски, да? Специальные, да. А мы можем попросить вас показать нам, как это Да, выглядит, конечно. этот процесс? Так, куртка у нас детская, и рисунок, соответственно, будет тоже детский. здорово. Да. Всеми любимый персонаж. Это единорог? Единорог, да. Сразу Да, видно, Вы у прям тебя в есть цель дочка. попали. Цель, да. Так, изначально я обвожу этот рисунок просто карандашом. Мне интересно, как вообще рождаются у вас идеи композиции, вот создание композиции на одежде? Создание композиции иногда по желанию заказчика. Иногда просто посетит меня муза, я могу сразу спокойно придумать что-нибудь. Ну а вот когда муза посещает, вы что-то абстрактное создаете или какие-то конкретные? По-разному. Муза приходит с конкретной идеей, Да, говорит тебе, а да. ну-ка сделай вот это Так и сейчас». бывает, если честно, да. А что большей популярностью пользуется у тех, кто к вам обращается за помощью? Остинская тематика. Да, сейчас очень актуальна. Это орнаменты тоже, да, больше? Орнаменты Или сюжеты? и какие-то сюжеты тоже, да. Но это больше Да. стилизация идет или прям вот Это исконная стилизация, естественная? больше стилизация, да. А на какой одежде вы рисуете часто? В основном я рисую на джинсе, потому что ткань не капризная, краска ложится очень равномерно. Мне уже нравится. Так, изначально я закрашиваю все белым цветом, чтобы дальше у нас рисунок был ярким. А вот таким образом, интересно, можно реставрировать одежду? То есть, например, придумать из какой-нибудь спонтанной кляксы какое-то интересное можно, конечно, художественное, все возможно. художественный Да, рисунок. можно. У вас Можно и такой так опыт сделать. какой-то есть? Спасибо. Есть тоже такой опыт, да. Все началось с той же самой старой куртки моей. А для того, чтобы рисовать на одежде, образование какое-то определенное нужно или нет? У меня есть художественное образование. Ага, то есть вы художник. Да. Художник, да. Я думаю, что оно не то чтобы нужно, но очень помогает в любом изобразительном деле. Как-то На интуитивном ромашку уровне нарисовать и раскрасить, я думаю, Ну, да. ты тоже справишься. А еще вот у меня такой вопрос. Мы сейчас рисуем белую площадь, полностью закрашиваем, да, вот эту фигурку, Да. а потом вы наносите цвет на Да, определенный потом участок. уже, да, я наношу цвет. А клиентов много у вас, если можно их так назвать? То есть у вас уже наработалась определенная клиентура, вам поступают заказы. Да, они поступают заказы, клиентура у меня, да. Но это востребованный наработалась. бизнес. Можно назвать это бизнесом? Ну, это больше увлечение, хобби, если честно. Не основной род деятельности. А чем вы занимаетесь в обычной жизни? В обычной жизни я работаю на континенте. Ну, кстати говоря, роспись на одежде, она же среди брендовых модельеров тоже Сейчас это очень актуально. актуально, да? Да. Да, бывало такое, что вы, например, копировали
ну, превращали обычную куртку в куртку от В Дольче авторскую. Габбана. Только хотела сказать, да, в стиле Дольче Габбана. Бывало такое. Бывало, да? Да. Здорово. Ну, конечно, жаль, что у нас не так много времени для того, чтобы увидеть с телезрителями завершение работы. Да, тут я Финальную понимаю, можно картинку. еще- Работа не законченная. Что вы еще планируете добавить сюда? Может быть, вышивку. Вышивку. Да, вышивку. Но мы уже видим, что это будет очень красиво. Я уверена, что девчонкам вот такая композиция будет по душе. Не только девчонкам, но и взрослым тетенькам, знаете. Я, кажется, тоже займусь дома перевоплощением своих надоевших каких-то Вы нас вещей. вдохновили. Очень. Спасибо вам большое. Спасибо. Здорово, что вы пришли к нам в гости, подняли нам с утра настроение. Зарядили творческой энергией. Спасибо. Спасибо Спасибо вам. вам тоже. Еще недавно стрит-арт и граффити воспринимали как акт вандализма и порчи имущества. Сейчас это направление стало неотъемлемой частью нашей жизни и самым ярким видом современного изобразительного искусства. Да, это подтвердит нам наша гостья Арнелла Маргоева. Арнелла, доброе утро. Доброе утро. Классно рисовать на стенах? Ой, знаете, да. А вам в детстве разрешали это делать? А на самом-то деле родители мне никогда ничего не запрещали, поэтому у нас и на обоях бывали периодически какие-то мои рисуночки и так далее, поэтому да. Вот с чего начинается творчество настоящее. А как образовалась команда? Ведь вы, как я понимаю, работаете не одна. Работаю я не одна, я закончила, училась и закончила факультет искусств, отделение художественное. Закончила мастерскую Ахшара Есенова. Ахшара Эльбрусович, здравствуйте, если вы смотрите. И благодаря Ахшару Эльбрусовичу я и познакомилась как бы с этими материалами и познакомилась с людьми, с которыми я сейчас и работаю. А почему именно Это мои стрит-арт? однокурсницы. Стрит-арт. Как бы я бы это так не назвала. Я работаю преимущественно больше в помещениях. Случилось так, что мой хороший знакомый попросил меня, он открывал заведение и сказал: я знаю, что ты художница, я знаю, что ты это любишь и делаешь, вот тебе стена, мы ее для тебя подготовим, делай, что хочешь. И я думаю, ну это значит шанс такой, который выпадает, наверное, не часто, и начала это все делать. Что вы захотели, Арнелла? А. Когда дают такую свободу выбора, делай, что хочешь. Я отталкивалась от тематики заведения. Это был такой суши-бар, ну, в японском таком стиле все. И оттолкнулась от этого и уже расписала им стену. Нужны ли ограничения художнику, когда ставят какие-то все-таки рамки? Или самое приятное, что можно услышать: вот стена, делай, что хочешь? Это самое приятное на самом-то деле, но художнику, лично мне, нужны рамки по времени. Я могу это растянуть, конечно, описать это все с удовольствием, но не тут-то было. А какие еще интересные объекты вы создавали? Мы рисовали с девочкой тоже, расписали стену в портале. Мальчикам привет тоже, если смотрят. Мы это так активно все начали, но потом погодные условия, было безумно жарко, а мы расписывали на открытой площадке, такой на воздухе открытом, и не закончили. То есть один день мы потратили просто на эту стену, и сбился настрой, и все. И пропало желание. Вот так, сбился настрой. Вы, когда рисуете на каком-то открытом участке на улице, вы это делаете для того, чтобы отвести душу, так скажем, или для того, чтобы создать какой-то диалог с уличным пространством и с людьми, которые будут, проходя мимо, обращать внимание на роспись? На самом-то деле отвести душу, да, потому что иногда хочется просто психануть, взять огромную кисть и как мазнуть. Работаю я не с привычными баллончиками, вот как это стрит-арт, граффити привыкли видеть. Я работаю со строительным акрилом. Ага, интересно. Только, то есть, получается, ответную реакцию вы не ждете? Не жду. Но она бывает? Конечно, Достигает? потом приходят какие-то отзывы, фотографии, узнают почерк мой
и девочки, с которой я работаю. Это очень приятно. А какие у вас вообще любимые места в городе? Так погулять или... Может быть, места, к которым вы присматриваетесь и думаете, вот здесь бы классно получилась моя такая вот роспись. Я давно смотрю на место под Штыбовским мостом. Вот, уже И у прицелилась. меня руки чешутся на эту стену, но это нужно спросить разрешение, естественно. Арнелла, поделитесь, пожалуйста, своими ближайшими планами. Есть ли какие-то цели уличные или, может, в какую-то другую сторону хотите свернуть? Да, конечно, роспись стен — это безумно интересно и увлекательно, но хочется перейти тоже к какой-то камерности. И в ближайшее время планирую перейти на холсты и работать. Вспомнить, чему вас И учил вспомнить молодость, педагог. Но мы, Арнелла, вам желаем скорейшей реализации и успешной реализации Спасибо, ваших спасибо. планов. Спасибо за то, что вы пришли, да, и не останавливайтесь, не бросайте незаконченные вещи, пожалуйста. Возможно, Спасибо. вы лишаете мир каких-то шедевров. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Но у нас реклама на канале. Один довольно известный доктор подошел к Пикассо на выставке и важно заявил: «Я неплохо знаю анатомическое строение тела человека, так вот могу сказать, что люди на ваших полотнах вызывают некое сожаление и недоумение». «Вполне возможно», – парировал Пикассо, «но я могу заверить вас, что они проживут гораздо дольше ваших пациентов». Вот такая вот интересная история, можно сказать, анекдот. Анекдот из жизни художников. Да. Я предлагаю поговорить о жизни современных осетинских художников с председателем Союза художников Осетии Таймуразом Маргиевым. Таймураз, доброе утро. Доброе утро. Скажите, наших художников понимают зрители или с такими же сталкиваются проблемами, как коллега? Ну, к счастью, у нас очень много художников в Осетии, много талантливых художников. Они очень разнообразные, есть разного направления. Одних понимают, других не очень. Но есть и такие художники, которые очень понятны народу. Обычно их называют салонными художниками. Это художники, которые воспевают только красоту, и всякие измы, они не особо поддаются. Скажите, какие направления основные сейчас у нас прослеживаются? У нас на самом деле очень богатый союз художников. Сколько у нас сейчас Более членов? 200 человек Более у нас, 200 да. человек, да. Это же не в каждом регионе такое Да, обилие. на Северном Кавказе мы одни из больших союзов творческих. Осетия всегда отличается на выставках всероссийских своим разнообразием. Вот если мы возьмем крымских художников, которые вот недавно показывали большую выставку у нас, это пленерные пейзажи, с натуры написанные. И также мы привезли к ним нашу выставку, и они отметили прежде всего разнообразие работ, разнообразие художников. Но скажу, что больше сейчас тенденция идет к декоративности. С чем это связано? Это связано прежде всего с лидерами, с художниками, которые проповедуют такое направление. Скажем, Шалва Евгеньевич Бедоев в свое время, потом Юрий Абисалов, Ахшар Есенов, Олег Басаев и многие другие, вот Байцаева Людмила. У них тенденция больше к декоративности и к современности. И, естественно, они преподают, и ученики следуют их примеру. Можете порассуждать на тему власти и искусства? Вот, насколько я знаю из истории искусств, самые яркие всплески происходят как раз-таки при поддержке власти. То есть, когда глава государства, заинтересованный в повышении престижа, он начинает оказывать внимание художникам, помогать им создавать свои объекты искусства. И случается какой-то расцвет. Надо тут затронуть ампирное искусство. Скажем, период Наполеона. Были придворные художники, которые делали заказные вещи. Вот, например, известный художник Давид, который писал Наполеона, конные портреты и большие работы, которые сейчас находятся в Лувре и в лучших музеях мира. Естественно, там был всплеск.
потому что эти художники непосредственно выполняли заказ государства, и они ни о чем не думали, кроме как о академическом искусстве и о картинах, которые они создавали. У них были последователи. Что касается России и СССР, то, конечно же, в советское время государство оказывало большее влияние на изобразительное искусство, и это финансировалось. Проходили ежегодные закупки с каждых выставок, и художники стремились. И эти закупки проходили через профессиональные комиссии, которые отбирали лучших. В двух направлениях должно развиваться изобразительное искусство. И ампирное искусство, которое поддерживается государством, и искусство, которое непосредственно творят именно авангардные художники. Таймураз, скажите, а можно подтвердить такую мысль о том, что живопись, она отражает настроение современной реальности? Конечно, это явственно, потому что сегодня художнику нелегко живется. Даже в чисто материальном плане это очень тяжело художнику, это накладно. И многие художники занимаются непрофессионально этим, потому что они вынуждены зарабатывать где-то в других отраслях, чтобы вечером, в выходные дни творить. Таймураз, можно еще буквально пару слов о выставке, итоговой выставке Союза художников? Если там что-то, что вас удивило, может быть? Ну, это итоговая выставка не только последнего года, но и последних 5 лет, потому что Союзу художников исполнилось 80 лет, и мы его отмечали широко, сделали выставки работ последних 5 лет в 2 залах. Это Национальном музее и зале Союза художников. И издали альбом, очень хороший альбом. Зрители его скоро увидят. И что меня удивило? Удивило количество работ, которые были принесены на эту выставку, к выставку. То есть художники работают, они у них готовы, в мастерских складируются как бы и всегда готовы к любой выставке. Мы одновременно можем проводить несколько выставок в разных городах. Надо к этому стремиться, мне кажется, надо показывать больше. Ну, это прежде всего деятельность Союза художников. Мы всегда стараемся, чтобы художника не оставлять без внимания, и художник всегда был в творческом процессе. Таймураз, мы к вам присоединяемся. Еще раз хотим пригласить всех на выставку. Вас поздравляем с профессиональным праздником. Спасибо большое за то, что пришли к нам в гости. В продолжении темы предлагаем посмотреть вам интересный сюжет о выставке работ студентов архитектурно-строительного факультета ГМИ. Такое странное современное искусство. Не каждый может понять глубинные смыслы хаоса на холсте, а вот у этих творцов уже есть объяснение каждой точки. Они сегодня и научат нас понимать живопись нашего времени. Это студенты архитектурно-строительного факультета СК ГМИ. Их работы представлены на выставке в Государственном центре современного искусства. Ну, абстрактное искусство – это как раз о том, что чувствует человек, когда смотрит на какую-либо работу. И совершенно разные люди могут думать о совершенно разных вещах, когда смотрят на одну и ту же работу. Концепция моей работы заключается в непостоянстве мыслей, то есть она называется эфемерность, это означает кратковременность, то, что наши мысли куда-то улетучиваются, когда мы о чем-то думаем и не можем сосредоточиться. На первый взгляд может показаться, что однотонные картины, линии на них и мазки художник написал за несколько минут. Но нет, авторы признаются, нужно прочувствовать свое настроение и окружающих людей, чтобы потом эмоции обрели цвет и форму на бумаге. Главное в этом деле – отсутствие ограничений. Все мысли, какие-то обрывки фраз – это все является не случайным, а, как правило, закономерно. Фразы, отрывки из песен, пословицы, части, иероглифы какие-нибудь. Это все хранится у нас в голове, и хоть это не всегда очень важная информация или вообще не важная, но это всегда является неотъемлемой частью нашего сознания.
Не всегда современные художники используют краски. Часто в ход идут предметы быта, например, ткани. Так получаются необычные объемные картины. Я решила сделать этот коллаж, ну то есть как аппликацию, собрать воедино разные текстуры и представляла при этом людей, то есть характеры людей, которые также отличаются по своей текстуре и они разнообразны, точно так же, как и ткани. Современное искусство не должно быть понятным, оно несет настроение, и каждый художник стремится подарить его через свою работу. Когда смотришь на такие картины, важно сопоставить себя с формами и цветами изображения и задать себе вопрос: а что чувствую я? Зарина Побачиева, Ибрагим Чочев, Юлиан Каталонский, телекомпания «Осетия». Ну а за время сюжета к нам присоединилась художница Людмила Бойцаева. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Позвольте поправить. Художницы называют себя художниками. Вот, это, кстати, важный и интересный вопрос. Ну, я думаю, что не все художницы пытаются назвать себя художниками, как я, потому что вот есть такая, значит, у меня внутренняя установка, что искусство не имеет, вообще профессионализм не имеет гендерных различий, да, то есть если художник, то он, если он профессионал, то он просто и тот художник, да, но на самом деле есть такая сейчас тенденция называть поэтессы, художницы, и я думаю, что каждый вправе выбирать свое собственное отношение к этому. Да. У меня вот такое отношение. То есть это тоже такое реализация женских амбиций, да, в профессии? Ну, я думаю, что женщины боролись за свои женские права и так далее, и поэтому был необходим этот акцент о том, что я художница, я поэтесса, я отличаюсь, да, но я думаю, что в этом есть тоже какой-то внутренний определенный смысл, и я думаю, что это тоже неплохо с точки зрения социальных каких-то достижений, да. Но вот я в такой старой формации, я бы сказала, художник, как я привыкла, что раньше называли художник-художник, поэт-поэт, и вот так я и осталась художником. Людмила, вот мы как раз затронули тему женщины в искусстве. Скажите, это тяжело отстаивать свое право на искусство? Ну, это однозначно непросто, потому что, конечно, если мы посмотрим на социальное устройство, да, мы увидим, что большая ответственность лежит на женщине, да, за семью, за воспитание детей, и очень много такой рутинной работы. И здесь среди этой рутинной работы нужно найти достаточно большой отрезок времени для своего профессионального развития. Потому что если ты хочешь быть профессионалом, естественно, тебе нужно очень много времени уделять своей профессии. Вот. Это одна сторона. И вторая сторона, что вот когда-то, допустим, я была молодой художницей, да, вот, молодым художником, когда я была, тогда, конечно, отношение к женщинам, которые занимаются такими свободными творческими профессиями, было довольно сложным, потому что общество еще продолжало быть патриархальным. Все-таки я как бы не очень молодая, и длинный жизненный путь пройден. И то, что сейчас вот женщины в профессии очень себя хорошо чувствуют, очень активно, им дали такие же возможности, как у мужчин, вообще никакой разницы нет, то в прежние времена это было довольно сложно. Там лет, допустим, 30 назад еще это было довольно сложно. Вот. Но сейчас все, вот мы преодолели этот Рубикон, и сейчас я думаю, что женщины вот просто абсолютно не уступают ни в чем. Свободные руки. Да. Но, тем не менее, им позволили, скажем так, сверху заниматься искусством, но никто не отменил их женских обязанностей. Они все равно остаются мамами, хозяйками дома, и им приходится просто успевать. То есть хотите заниматься искусством, пожалуйста, вот это все поделай и успевай. Как вам удалось этот момент решить? Как вам наладить быт удалось так, чтобы освободить для себя это время на занятие творчеством? Ну, вы знаете, это, во-первых, еще нужно какое-то внутреннее такое сильное стремление, да, для того, чтобы все урегулировать, но это еще от внутренней энергии зависит. То есть мне Бог дал, мне Всевышний дал очень много такой внутренней энергии, и я как-то вот все успевала. Даже иногда вот
Иногда было даже странно, как-то я все успела. Я же еще и работала где-то, то есть я еще и преподавала, я еще и там и творчеством занималась, я выставлялась. То есть это, ну, так непросто было, конечно, все это упаковать. У меня было даже 2 года такие, когда я прям буквально по минутам высчитывала, сколько мне времени нужно от одного места до другого доехать, чтобы успеть с одной работы на другую переехать. Но сейчас уже, конечно, полегче, уже трудности основные позади, поскольку дети выросли и прочее. Вот. Ну и сейчас я как раз имею гораздо больше времени для того, чтобы заниматься своей профессиональной деятельностью, своей работой. Живу полгода за границей в Венгрии, полгода здесь в Осетии. И там, конечно, у меня очень много различных мероприятий, выставок и так далее. То есть я побывала во многих просто странах мира. Ценители искусства в России и вообще в разных точках мира, они отличаются или нет? Ценители искусства, я думаю, они одинаковые, потому что они как бы люди, говорящие на одном языке. Понимаете, вот есть язык, на котором люди могут общаться. Вот я, например, общаюсь на английском. Там. Это такой язык, на котором люди разных национальностей разговаривают. Вот также точно люди, которые понимают искусство, они понимают этот язык. Значит, они люди, владеющие этим языком. А менталитет, он же тоже влияет на восприятие искусства? Есть особенности самого художника, вот, который, вот, допустим, если я, то я очень много у меня есть основы осетинской визуальной культуры. То есть я использую очень часто там какие-то знаки, символы, элементы старой осетинской визуальной культуры, да, то есть орнаменты и прочее. Которые выдают у вас. Да, которые так или иначе показывают, что мою принадлежность, что я все-таки осетинский художник. Расскажите, пожалуйста, о выставке. Вы, наконец, побаловали Владикавказ своей выставкой персональной. И вот как это прошло, как прошло открытие, как приняли работы и что для вас, как для осетинского художника, выставка на родной земле? По просьбе очень уважаемых мною людей я сделала в этом году еще одну выставку вот в Национальной научной библиотеке, но уже парную выставку с моим другом и дальним родственником Валерием Бойцаевым. Вот. И что я хочу сказать, что, конечно, вот художник, он же делает выставки не для самого себя. То есть, для самого себя мы работаем, мы как бы реализуем свой внутренний потенциал, а выставки мы все-таки делаем для зрителя, то есть для тех людей, которые нас окружают, чтобы они как-то видели. Искусство, оно необходимо человеку, оно взращивает его душу. Если даже вот мы этого не понимаем, но все равно все красивое вокруг нас сделано руками художника. И мы должны это точно понимать, что красивое взращивает душу и такую эстетику внутри человека. И поэтому я всегда была за то, что вот когда мы были маленькими, нас в школе нас вот насильно, просто буквально заставляли ходить в театр, заставляли ходить на выставки. Мы, конечно, как дети не хотели, но это все остается в душе. Это зерна, которые так или иначе потом прорастают. И поэтому, конечно, вот эти выставки, которые я делаю для нашего зрителя, для осетинского, они для меня очень важны. Это мой контакт с людьми, которых я люблю, с которыми я общаюсь. Я хочу чувствовать их реакцию, их чувства тоже внутренние по отношению к моим работам. То есть это такой диалог художника со зрителем. Вот, кстати, последнюю выставку мы так и назвали «Диалоги», потому что это вот диалог такой. Завершающий вопрос. Как бы вы изобразили счастье? Для художника счастье – это многообразие цвета, многообразие всего, многообразие мира. Вот это счастье. Я думаю, что я бы изобразила это какими-нибудь вот такими легкими, яркими такими мазками, которые вот просто летящие. Прекрасная атмосфера. Я предлагаю сохранить ее сейчас у себя в душе. Да, пусть у нас в душе у всех будет вот это ощущение счастья и многообразие цвета. Ну, на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш эфир. Спасибо вам большое, дорогие друзья. С вами были Канарейки. До встречи через неделю.